Информационная программа «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. В следующем часе будем обсуждать самые актуальные, горячие новости, которые появились в информационной повестке дня. И я рада представить гостя нашей студии Ігор Тишкевич, эксперт Украинского института майбутнего. Витаю вас, пане. Добрый вечер. Добрый вечер. Начнем с вами говорить о Беларуси. Там возобновились протесты против Александра Лукашенко, и сегодня, 1 сентября, оппозиция в Беларуси проводит День солидарности. Всех рабочих призвали не выходить на работу, а студентов не идти на учебу. В Минске уже начались задержания, ОМОН разогнал колонн молодых людей, которые скандировали «Саша, ты отчислен». Давайте посмотрим, что там происходило несколько часов назад. И, как известно, сейчас идет страйк в Минске в поддержку задержанных днем студентов, которые вышли на акцию протеста. И, собственно, сегодня вечером было запланировано проведение масштабного страйка в Минске в поддержку задержанных сегодня студентов. Игорь, вот на ваш взгляд, что происходит сегодня в Беларуси? Можно ли это назвать национальной революцией? Ну, это можно назвать национальной активизацией, без сомнения. Это можно, если мы говорим о процессах, это можно говорить о процессе, который уже имеет бесповоротный характер, то есть общество, оно изменилось. Но говорить с точки зрения вот революции, то есть революция — это кардинальное изменение формата и в том числе системы. Насчет революции я бы поостерегся. Почему? И вот давайте немножко отмотаем назад, то есть предпосылки сегодняшней ситуации. Если мы смотрим, вот очень сильный такой разрыв шаблона у многих наблюдателей был год-полтора назад, когда смотрели, например, рейтинги, что вот как это там по свободе, например, экономики, Беларусь выше Украины по некоторым рейтингам. Странно. Вот, потому что все знаем, что старая советская экономика, вот те шаблоны, они есть. Но, с другой стороны, в Беларуси есть огромное количество нового молодого технологичного бизнеса. Он сконцентрирован в основном в технопарках, свободных экономических зонах. Это не только IT-бизнес. И за последние 10 лет он очень сильно вырос. Но маленький просто пример. В Беларуси, если мы сравним топ-20 наиболее влиятельных бизнесменов Беларуси образца 2013 года и топ-20 образца 2019 года, этот список обновился более чем на 60%. Топ-5 старых лиц уже нету. Даже у тех из старых представителей старого бизнеса, которые остались, сама структура бизнеса изменилась в сторону технологичной экономики. Чтобы понять масштабы произошедшего, ну, представьте себе, что в украинских реалиях за 7 лет с политической, бизнес-информационной арены одновременно исчезают, вот просто исчезают, были и нет. Ахметов, Порошенко, Пинчук, Коломойский, Фирташ. Сложно себе такое представить. Вот если такое произошло, то есть в Украине можно сразу говорить, что это новые условия для политики. В Беларуси тоже. То есть появился новый бизнес. Например, если в лидерах сейчас господин Кислый, это владелец Wargaming, господин Добкин, это владелец, скажем так, ПАМа. Ну, на этих людей по-старому давить, либо по-старому коммуницировать с ними сложно, мягко говоря. И получается интересная ситуация. С одной стороны, есть бизнес, причем тут не только программисты, снова-таки, это электроника, это медицинское оборудование, это сама медицина, кстати, как бы там ни было. И вот достаточно много таких вещей. И этому бизнесу уже тесно в свободных экономических зонах. Но они уже выросли из этих штанишек. Соответственно, бизнес давит на власть. Ребята, давайте меняться. Если есть такой частный бизнес, появляется городской средний класс, которого становится много. Это люди, которые зарабатывают хорошо, вокруг них обстраивается инфраструктура обслуживания, то есть и кафешки, и все остальное. В результате появляется около 1 миллиона людей, которые живут в условно такой внутренней экономической миграции, либо резервации. То есть для них хорошее условие бизнеса. Они могут зарабатывать, они могут тратить деньги, но есть одно «но». Эти люди не имеют права формировать политических требований. То есть они могут просить у государства улучшить, скажем так, бизнес-климат, либо что-то еще. Государство может сказать, это сделаем, это не сегодня. Но они не имеют права говорить, давайте у нас будет свое представительство. Вот этого нельзя. И вдруг под эту марку, в принципе, тот же самый Лукашенко, он еще с 2016 года говорил о возможной конституционной реформе, в 2019 начали прорабатывать активно. С точки зрения создания, ну, вписать вот всю эту массу людей, весь этот бизнес, в политическую систему. Потому что когда они вне системы коммуникации, они не власть, не оппозиция, это называется политическим кризисом. Он может быть, скажем так, скрыт, он может быть явен, но это политический кризис. Когда у тебя из 6 миллионов избирателей 1 миллион вне системы, и власть с ним никак не коммуницирует.
Соответственно, начался процесс пока что, скажем так, внутри элит, но случился кризис, связанный с коронавирусом, негативные экономические ожидания, и на этом фоне власть продемонстрировала как раз-таки свой кризис коммуникационный, свой кризис исполнительный, потому что власть не смогла, даже выбрав зачастую адекватный алгоритм реагирования, она не смогла просто элементарно скоммуницировать с этими людьми. На этом фоне городской средний класс активизируется, говорит: ребята, мы не поняли, кто выходит на акции протеста? Посмотрите просто на вид, то есть ключевое ядро городской средний класс как раз. Вот они сейчас и протестуют, и плюс молодежь. Вот эти люди, они активизируются еще во время кампании. На это накладываются 3 очень технологичные компании с точки зрения политтехнологии. Это Бабарика, Тихановский, а не Тихановская и Цепкало. Да, поговорим еще о них. Которые, в принципе, на мой взгляд, они рассчитывали как раз-таки не на победу в 2020 году, а на будущую конституционную реформу. И об этом есть доказательства. Люди еще больше активизируются. Дальше случаются, по большому счету, выборы. Когда, если смотреть даже по платформе «Голос», там, альтернативного подсчета, если экстраполировать их результаты на всю Беларусь, то там, в принципе, вопрос, был ли второй тур или нет. То есть чистой победы нету ни у кого. Но что власть делает? Если бы власть пошла на фальсификацию, она всегда идет на фальсификацию, в пределах 5-7%, сказали бы, Лукашенко набрал 55%, это намного ниже, чем всегда, то, в принципе, уровень напряжения был бы ниже. Но власть решила нарисовать 80%. Что делает народ? Народ возмутился. Следующий этап. Беларусь – это авторитарная страна. Что делает авторитарный правитель, либо диктатор, если он не понимает, что делать? Диктатура – это всегда сила. Если не понимаешь, что делать, дай между глаз кулаком. Власть решила дать между глаз кулаком как раз-таки тем, кто вышел в городах. Сильные репрессии. Что дальше случилось? А дальше произошло просто возмущение людей, потому что снова-таки система, которая должна была иметь какие-то сдержки, она оказалась нерабочей. Причем система и выборная, когда невозможно доказать правду, и система правоохранительная. Люди вышли, люди возмутились, и дальше это пошло просто по нарастающей. Ну вот смотрите, вот говорят, да, Беларусь, прекрасная медицина, здравоохранение на высшем уровне, да, там чистота, экология, очень хорошие белорусские продукты, работающие предприятия. И с точки зрения среднестатистического человека казалось бы, что все хорошо. Но люди все равно сейчас, как мы видим, массово выходят. Может, Лукашенко просто надоел? Нет, так это одна из причин. Раз, достал. Вторая причина, что белорусы не любят работающую систему. Вот что сделала власть с фальсификациями? Система не работает. Что сделала власть, во-первых, во время коронакризиса? То есть негативное ожидание. Люди, средний класс, он понимает, он будет зарабатывать меньше. Где адекватная коммуникация? Что ты будешь делать по, скажем так, по пунктам? Вместо этого сам Лукашенко говорил о женщинах, о тракторах, о водочке, скажем так, и о бане. Это хорошо заходит его электорату, это не заходит среднему классу. То есть, естественно, что людей это возмущает, как минимум возмущает. Дальше, когда пошли избиения, людей это возмутило еще больше. И сейчас складывается парадоксальная ситуация, то есть такая патовая. Потому что, с одной стороны, власть понимает, что подавить эти протесты теоретически силовым вариантом теоретически можно, но это будет сложно. И подавить напрямую она не может. Плюс ко всему, она не может себе позволить подавить эти протесты, потому что, если посмотреть государственная программа развития самой Беларуси, там очень большая ставка делается на технологический бизнес. А что такое городской средний класс? Как раз таки представитель того самого нового технологического бизнеса. То есть если ты будешь их давить, люди возьмут и уедут в соседние страны. Тебе не с кем будет строить новую экономику. То есть власть понимает, что на определенном моменте надо будет дать задний ход. А с другой стороны, протестующие, у них были попытки выйти на другие социальные группы, но, увы, общенациональная забастовка, она задыхается, она так и не началась. И городской средний класс, увы, остался ядром протестов. То есть большого выхода на другие социальные группы не произошло. И если не будет триггера в виде роста насилия, то его и не произойдет, скорее всего. И ситуация патовая. Никто не может победить, потому что среднего класса достаточно миллиона поддержки для того, чтобы протесты продолжались энное количество времени, но его недостаточно для того, чтобы взять власть. Но при этом есть элемент, вот вы сказали, да, авторитарный режим сегодня в Беларуси, да. И при этом же элемент свободы, потому что вот на акции, на протестные акции, как мы видим, люди выходят с символами с бело-красно-белым флагом, да? Ну, да. В Беларуси это называется БЧБ, если не ошибаюсь, да, то есть это символ свободы, который, это флаг с 1917 года, если не ошибаюсь, да, то есть это носит какой-то определенный смысл, то есть люди, когда идет, да, было достаточно же 26 лет для модернизации страны, но сейчас люди хотят еще и вестернизации.
Но это не вестернизация. А вот тут тоже еще одна ошибка, потому что если мы смотрим социологию белорусскую, вот снова-таки отношение к России, к Западу и так далее. То есть белорусы, во-первых, они никогда не были за железной завесой перед Западом. Даже в условиях жесткой цензуры, жесткой авторитарной власти внутри. Маленькое сравнение. Даже когда у Украины были визы с Европейским Союзом, украинцы не были лидерами по количеству виз. То есть белорусы последние, если не ошибаюсь, 8 или 9 лет, могу ошибиться, они мировые лидеры по количеству шенгенских виз на душу населения. То есть для белоруса нормально поехать в Вильню, ну, это у литовцев называют Вильнюсом, попить кофе на выходные. Просто это нормально. То есть это не вызывает ничего, скажем так. Если Вильнюсский аэропорт называют Минск-3. Туда ходят маршрутки. То есть это было всегда. Поэтому с точки зрения закрытости нет, с точки зрения... Но что изменяется в Беларуси? То есть за последнее время, особенно вот после начала войны в Украине, изменились подходы по отношению к внешней политике. То есть белорусы, с одной стороны, они увидели, что Россия тоже представляет из себя определенную угрозу, с другой стороны, не увидели никакую реакцию Запада. Но плюс ко всему еще начался приход Китая, и в Беларуси начала расти и доминировать сейчас позиция. С одной стороны, есть национальный консенсус по вопросам независимости, консенсус элит, что независимость в первую очередь. А с другой стороны, вот именно то, что иранцы называют своим названием партии Sinn Féin, мы сами. То есть и не против Запада, и не против России, и не с Россией, и не с Западом. Потому что для России как раз-таки одна из причин, почему она активно играет на информационном поле, сейчас политическом, это было уменьшение количества сторонников сближения с Российской Федерацией. Потому что даже социологию, которую делали по запросу российских аналитиков, той же самой высшей школы экономики и так далее, она показывает интересную динамику. То есть если спросить у белорусов, это данные, например, 2019 года, середины, то есть в таком случае лучшая операция как раз таки на российские данные, потому что те сами себе не врать не будут. И там получается интересно. За интеграцию с Россией вроде бы 60%, но когда спрашивают, а что вы понимаете под интеграцией? Увеличение торгового оборота. Так, прошу прощения, в таком случае Беларусь интегрируется с Украиной. А дальше начинают задавать наводящие вопросы. Хорошо, а если мы будем сближать налоговое законодательство? Уже не 60, уже 12. А если таможенное? Но белорусы любят, как говорится, немножко контрабандой позаниматься. Уже 11. А если конституционные акции из одного государства? Уже 7. Ну и так далее. Да, давайте сейчас Беларусь подключим к нашей беседе. Ирина Славникова, официальный представник канала Белсат Беларуси, с нами сейчас на прямой связи. Ирина, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Ну, поделитесь с нами последними новостями, что там сейчас происходит в Минске, в Беларуси. Ну, вчера у нас, можно уже сказать, прошел традиционный марш, собравший, не вчера, в воскресенье, извините. Сегодня 1 сентября, и прозвучали как бы такие общенациональные забастовки, которые поддержали в основном учащиеся высших учебных заведений. Сегодня в Минске выходили студенты высших учебных заведений, которые разгонялись опять-таки ОМОНом. ОМОН начал опять жестко задерживать студентов, как бы доставляли студентов, молодых людей в РУВД, где с ними после так называемых профилактических бесед молодых людей отпускали. Ну, то есть напряженность на улицах Минска сегодня не упала. Конечно, она была не в такой мере, как в воскресенье, но как бы протесты продолжаются в разных слоях населения. Ну, сегодня вечером планировался страйк в поддержку днем задержанных студентов. Правильно ли я понимаю, что сейчас только еще народ собирается? Ну, обычно, как я говорю, уже Беларусь такая перешла в стадию партизанского протестного движения. Телеграм-каналы образовываются практически у каждого дома. Если не у каждого дома, то у каждого микрорайона. Люди там координируют свои действия, выходят на протесты. То есть протесты, они стали такими более, если сказать, горизонтальными. То есть они не собираются в одном месте, а в разных концах города, в разных частях города, городов, можно сказать, вот по вечерам в будние дни они продолжаются. Вот как вам видится эта сейчас ситуация, чем это все может закончиться? Ну вот я слушала Игоря передо мной, то есть ситуация такая действительно уникальная. Люди говорят, что они будут идти до конца, потому что люди видят... До конца чего? До отстранения Лукашенко? До отстранения. Главная цель вот тех людей, которые сотни тысяч выходят на улицу,
Это не пересчет уже голосов, это отстранение Лукашенко и проведение новых выборов. Мгм. Вот что я... Мгм. Люди уже на компромисса тут уже, с моей точки зрения, не может быть. А скажите, вот что скандируют люди? Выдвигают ли они какие-то требования помимо отставки Лукашенко, да, и проведения демократических выборов на территории Беларуси? Да? Вот все-таки люди выходят с бело-красно-белыми флагами, что является символом свободы для белорусов. Чего они хотят? Куда они хотят идти дальше? Они свободы скандируют люди, свободы политзаключенным, которых в Беларуси последние месяцы стало очень много, и новых выборов. Ну, конечно, кроме там, в основном это «Уходи», самый популярный лозунг. А свобода это что? Это рвение к Западу, да, к Европейскому Союзу или что? Ну, я думаю, это такое общее понятие свободы, что люди хотят свободных выборов, свободы на работе, потому что в Беларуси профсоюзы на предприятиях задушены, рабочие ущемляются контрактными системами. Свобода — это в общем понимании, понимаете, не то, что вот свободы, дайте, мы тут за решеткой сидим, общегражданских свобод. Люди добиваються. Спасибо вам большое, дуже дякую вам. Ірина Славникова, официальный представник канала Белсат Беларуси, была с нами на прямой связи. Тем временем в сети появилось видеообращение Виктора Бабарика и главы его штаба Марии Колесниковой, и в нем политики объявили о создании оппозиционной партии, которая будет называться «Вместе». Давайте послушаем прямую речь Марии Колесниковой. Я, Мария Колесникова и члены штаба Виктора Бабарика сегодня объявляем о создании политической партии «Вместе». За последние 3 месяца мы все вместе сделали больше, чем за последние 26 лет. Вместе мы собрали почти 500 000 подписей. Вместе мы защищали наши голоса, и вместе мы боролись и продолжаем бороться за свободу и за наше будущее. Сегодня мы формируем новое, сознательное и ответственное белорусское общество. Перед нами появляются новые вызовы и запросы, и на них необходимо реагировать. Страна находится в политическом и социально-экономическом кризисе, и мы вместе знаем, как из этого кризиса выйти. Сотни и тысячи белорусов, талантливых профессионалов, готовы брать на себя ответственность и строить вместе новую Беларусь. Оппозиция Виктора Бабарика. Как он будет выстраивать свои отношения с Путиным, учитывая его некую пророссийскость? Давайте начнем с того, что изначально, еще раз повторю ключевой тезис, что и компания Цепкала, и компания Тихановского, и компания Бабарика — это не были компании, настроены на победу в 2020 году. Во многом для них даже активизация стала в чем-то неожиданной. Если мы говорим об этом обращении, то очень симптоматично, жаль, что ваши редактора не показали первую часть, где запись самого Виктора Бабарика. Напомню, что Бабарика был задержан 18.06. Это значит, что видеозапись была сделана до того момента. Это более чем за месяц до выборов. Там есть 2 тезиса. Первый тезис, который Виктор Бабарика говорит сам, что, увы, мы не победили на выборах. Прошу прощения. Это значит, 18.06 он понимал, либо он допускал, что победы не будет. И второе, он говорит, что наша задача завершить конституционную реформу. На тот момент единственный, кто говорил о конституционной реформе, это Александр Григорьевич Лукашенко. Поэтому вопрос и компания Бабарика, и компания Цепкала. То есть Бабарика, напомню, это руководитель Белгазпромбанка. Это один из системообразующих банков, в котором были сконцентрированы российские инвестиции. Естественно, что он был вхож в кабинеты. Цепкал это был руководителем парка высоких технологий. Естественно, он был вхож в кабинет. Поэтому и один, и другой, как минимум, информацию о готовящихся конституционных изменениях знали, где в том числе, насколько я понимаю, предполагалась и партийная жизнь. А что касается Тихановской? Тихановская, она не в том месте, не в то время. Потому что если господин Тихановский, это вот его компания, она была очень похожа. Вот его пытались сравнивать с Зеленским. Нет, это не Зеленский, это Шарий. То есть та же самая сетевая, тот же самый YouTube, то есть вот один в один. То есть это компания Шария.
Но Тихановский пытался играть как раз-таки на электорат Лукашенко. Его посчитали одним из самых опасных, то есть его первого, как говорится, закрыли в следственном изоляторе. А с господином Бабарыко было немножко посложнее, но там, как говорится, помогло расследование Соединенных Штатов Америки по отмыванию денег «Газпрома» в латвийском Авиалби-банке. Потому что 13 числа 6 месяца прошли крупнейшие в истории Латвии обыски в Авиалби-банке, с которым работал Белгазпромбанк, Газпромбанк — головное учреждение. И уже в конце месяца, то есть через неделю, Бабарыко фактически задержали. И первая информация была как раз что-то связано с Латвией, а уже потом, естественно, поскольку вещи международного расследования либо оглашать не стоит, либо там просто вопрос, Беларусь хотела тоже получить определенную информацию с Белгазпромбанка, поэтому была введена временная администрация. И быстро начала, скажем так, начало клепаться уголовное дело против самого Бабарыко, якобы об отмывании денег. Потому вот вторая часть, которая озвучилась белорусским телевидением, тут я допускаю, что это шито белыми нитками, чтобы просто сыграть на политическом поле. 9 числа, если не ошибаюсь, заканчивается срок действия каденции Лукашенко. В ноябре, 5 ноября, если не ошибаюсь. 5 ноября, если не Да. ошибаюсь, да. А Тихановская, оппозиция, что они должны сделать? Учитывая, что Тихановская, да, она говорит, что я готова там, быть временно исполняющим обязанности президента и потом организовывать демократические выборы на территории Беларуси. Вопрос в том, что по состоянию на сегодня вокруг Лукашенко, как бы там ни было, есть определенная, снова-таки, мобилизация элит. То есть раскола элит не произошло. Раз. Есть внешнее давление, да, оно есть на компромисс. Есть, с другой стороны, объективный процесс желания власти все-таки завершить эту конституционную реформу, потому что это необходимо, иначе просто будет разрушаться общественный институт. И есть желание населения, что, ребята, давайте конституционную реформу. То есть, по большому счету, вопросы вот, все крутятся вокруг диалога, вокруг изменения Конституции. Далее просто каждая из сторон, она воспринимает это по-своему. То есть, если мы смотрим, например, позицию господина Цепкала, и окружение господина Бабарыко, но Цепкал, он изначально занял позицию, то есть его супруга, она даже из объединенного штаба исчезла за 4 дня до выборов, то есть они сразу начали создавать свои структуры. По большому счету он раньше этого Координационного совета заявил о создании фронта национального, там, если не ошибаюсь, освобождения Беларуси. Координационный совет — это была контр-игра самой Тихановской, точнее окружения, которое вокруг нее сформировалось в Вильнюсе. Попытка размыть как раз-таки позиции внешних игроков, потому что в объединенном штабе от компании ее мужа, от доверенных лиц там не осталось практически никого. То есть была попытка перезапустить фактически компанию. Но вчера, кроме этого интервью, этого выступления было очень симптоматичное интервью Координационного совета, тех, кто остался. Потому что там, например, господин Знак, это юрист штаба Бабарыко, заявил, что Координационный совет действует автономно от госпожи Тихановской. То есть ее функция якобы была просто позвать всех, а дальше, мол, мы сами. Есть еще один интересный персонаж, это господин Латушко. Это бывший чиновник, который пошел в Координационный совет и сегодня набирает популярность. То есть он уже представляет во многом за счет своей публичности опасность с точки зрения точки притяжения и точки сборки для той же самой группы Бабарыко. Поэтому они решили все-таки стартовать немножко раньше с партией. И при этом их политика была вот в том же самом Координационном совете. То есть первый набор — это был вот люди, за кого там выдвигали, либо кого просили, которых, как бы там ни было, каким-то образом собирали и декларировали поддержку населения. А сейчас объявили просто: давайте собирайте все вокруг, там через интернет записывайтесь. И этим там уже более 4000 человек в так называемом расширенном составе. И вот этой записью как раз-таки руководит господин Знак. То есть это, по большому счету, с точки зрения самого Координационного совета как органа, как субъекта, это абсолютно бесполезная вещь. Но с точки зрения создания политической партии ты кидаешь клич, и тебе не надо ездить по регионам. У тебя список из 4000 фамилий с адресами, телефонами, кого ты просто обзваниваешь. Поэтому это достаточно удобная штука для старта партии. Что дальше будет? Поскольку все ходят вокруг диалога, в том или ином формате диалог начнется. Власть видит это, что диалог, назовем так, с трудовыми коллективами, с близкими для них. И плюс для разбавки, скорее всего, 1-2 оппозиционные партии. Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко сделал такое заявление. Он сказал, что не желает для страны западного вектора развития, сравнив ее при этом с Украиной. И давайте вот вместе просто послушаем это заявление и прокомментируем.
Если мощная, в 3 раза богатейшая Украина, жемчужина Советского Союза, в каком она состоянии? Лучше стало после того, как они взяли курс на Запад, а белорусам будет еще хуже. Я не держусь посиневшими пальцами за власть. Я просто не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи. Порезали честных, порядочных людей, которые работали на это. Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками. Это будет резня, и то, что произошло в Украине, будет цветочками, сказал Александр Лукашенко. Он пугает или угрожает, учитывая, что сам он уже автомат в руки взял? Он пугает, он угрожает, он торгуется. И он боится сам. Потому что тут есть еще несколько вещей. То есть порезали страну, то есть вспоминаем, прошу прощения, о Крыме, Украине, о Донбассе. И тут очень интересно, как раз таки вот мы подходим к торговле между Западом и Востоком. Потому что Лукашенко, естественно, для него вариант западной либеральной демократии, он чужд просто, ну вот, как говорится, по сути своей. Для диктатора строить демократию — это смешно. И даже та же самая конституционное преобразование в Беларуси, которые планировались, это создание демократической ширмы снова-таки с каким-то высшим органом, вроде иранского аятоллы, который будет смотреть за всеми. Поэтому в таком формате Европа для Лукашенко чужда. С другой стороны, он понимает, что и Россия для него угроза не Беларуси. Тут как раз-таки вот надо различать. То есть когда Лукашенко на определенном моменте противодействует интеграционным порывам России, он не только защищает Беларусь, он защищает свою собственную власть. Для авторитарного правителя на первом месте власть. И власть в Беларуси. Вот, поэтому он понимает, что Россия для него опасна. Учитывая, что российские медиа, они активно играли как раз-таки на подогреве негативных настроений к нему весь ход электоральной кампании и первой недели протестов, потому что фашистами белорусские протестующие стали только последнюю неделю, а еще 10 лет назад они были борцами за свободу. Да, но при этом Лукашенко заручается поддержкой у Путина и просит у него военной помощи. Но при этом, вот теперь давайте смотрим. То есть, с одной стороны, есть резкий рост, в принципе, российских медиа и их вовлеченности. На этом фоне, то есть на что Россия ставила? Для России ключевой задачей на данном этапе является сохранение своих позиций в Беларуси и усиление присутствия в экономике и появление пророссийской политической силы. Давайте Россию сейчас подключим к нашей беседе и вернемся. Игорь Яковенко, журналист, с нами на прямой связи. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Как вам видится ситуация в Беларуси сегодня? Ну, с одной стороны, есть, конечно, огромное желание поддержать белорусов, восторг, который вызывает стремление белорусского общества к свободе. С другой стороны, конечно, очень тяжелое ощущение, потому что на самом деле Лукашенко получил полную поддержку Путина, причем надо четко отдавать себе отчет, в чем заключается эта поддержка. Я совершенно не представляю себе, чтобы Путин ввел войска в Беларуси и попытался осуществить прямую оккупацию этой страны, потому что, так сказать, мы примерно представляем себе в количественном отношении, что означает оккупировать такую страну, как Беларусь. Ну, для сравнения, примерно 250 тысяч войск Варшавского договора были в 1968 году введены в Чехословакию. Причем не только советских войск, там советских войск 170 тысяч, еще других стран-участниц Варшавского договора. То есть для того, чтобы по-настоящему действительно оккупировать Беларусь, потребуются усилия совершенно несопоставимые с сегодняшними возможностями Путина, особенно учитывая то, что надо же не просто оккупировать, а еще и удержать. Поэтому это, конечно, не тот вариант. Вариант другой. Вариант в том заключается, что, во-первых, моральная поддержка осуществляется, и это очень серьезно скажется на шансах раскола элиты, перехода части силовиков и части государственной элиты Беларуси на сторону народа, о чем, в общем, люди начинают все больше и больше думать. Но, тем не менее, вот эта поддержка Путина, она этому очень сильно препятствует. И второе, конечно, то, что Путин действительно уже начал делать, это финансовая поддержка Лукашенко, потому что, строго говоря, Лукашенко не нужно, так сказать, каких-то уж очень больших вооруженных формирований Путина для подавления протеста.
ему нужны деньги, потому что нынешнее забастовочное движение подрывает какие-то ресурсы, и вот поддержка Путина финансовая, она в этом смысле, конечно, неоценима. Поэтому, в общем, в известной степени вот это вот противостояние сейчас находится в некотором, таком цугцванге для обоих сторон. Поэтому, конечно, очень тревожно. Есть серьезная надежда на то, что все-таки будут применены против, скажем так, не надежда, а такая робкая надежда на то, что будут применены очень серьезные санкции против Беларуси, против Путина. Прежде всего, это, конечно, речь идет о, блокаде нефтегазового сектора, то есть нефтегазовый бойкот. Вот это то, что со стороны Америки и Запада в целом это могло бы очень сильно поддержать сегодня белорусский протест. Ну а в целом, конечно, очень большая тревога, учитывая вот тот, не то чтобы раскол, но те, шатания, неопределенность внутри Координационного совета, внутри оппозиции, которые в последних действиях некоторых лидеров белорусской оппозиции проявились. Это очень печально, и печально то, что, в общем, вполне понятная лояльность по отношению к России. Это понятно, потому что в целом пока белорусское общество не столь, не столь жестко настроено к путинскому режиму, как, скажем, общество украинское, в котором, в общем, которое, Путин сплотил своей агрессией, своей оккупацией Крыма против России. В белорусском обществе такой переворот не произошел. Но вот эта надежда на то, что там Путин может быть переговорщиком, это, конечно, очень печально. Это с тревогой воспринимается людьми, которые понимают, что такое Путин и что такое Путин как переговорщик. Особенно с таким человеком, как Лукашенко. Вот учитывая пророссийскость белорусской оппозиции, которая сегодня там есть, зачем Путину спасать Лукашенко? Смысл? На самом деле, искать, вот в вашем вопросе звучит презумпция рациональности Путина. Давайте вспомним очень точное определение, которое дал Путину покойный Борис Ефимович Немцов. Оно достаточно точно характеризует состояние ума. И второе — это то, что мы понимаем, что нет братских народов там славянских, но есть братский режим. Вот братский режим есть. И это понимание того, что для Путина режим Лукашенко братский, оно присутствует вне зависимости от того, что сам Лукашенко Путину, конечно, скорее всего, неприятен. И поэтому нежелание создать рядом со своими границами вот такой прецедент, как падение диктаторского режима под воздействием, народной революции, это плохой пример для России. Вот этого плохого примера для России, хватит Путину уже Украины, который является примером для России. Вот еще один пример для России в виде Беларуси, конечно, нежелательно. Особенно учитывая то, что сейчас происходит в России. Это Хабаровск, это, потенциальные протесты, связанные с фальсификациями голосования на выборах 13 сентября. Это все Путина, конечно, вызывает у него большие проблемы. Поэтому, естественно... Я хотела спросить, могут ли в России начаться какие-то массовые протесты на примере Белоруссии? Для них нужны так называемые триггерные события. Просто так на ровном месте ничего не будет. И то, что в Беларуси было триггерным событием, вот это вот голосование на президентских выборах и чудовищная совершенно фальсификация, я полагаю, что такая ситуация возможна и в России. В частности, вот 13 сентября голосование в 20 регионах, 20 субъектах федерации за губернаторов, оно может в какой-то степени привести в общем к массовым протестам после фальсификации. Именно для этого сейчас устранили Навального, чтобы снизить такую возможность. Вот про Навального я и хотела еще немного с вами поговорить, учитывая, что председатель влиятельной Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил о конце идеи стратегического партнерства Германии с Россией после отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Такое мнение Ишингер выразил в интервью немецкому изданию Der Spiegel. Давайте послушаем его цитату.
В Москве жертву высмеивают. Уже по одной этой причине это невероятно неудобный процесс для Кремля. Авторитет России уже был подорван нападением на Сергея Скрипаля в Великобритании, убийством чеченского иммигранта в берлинском Тиргартене и хакерской атакой на Бундестаг. Давно понятно, чего стоит слово из Москвы. Там действует закон сильнейшего. Это конец, к сожалению, и самой идеи стратегического партнерства. Ну а вот премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал произошедшее с российским оппозиционером Навальным. Он заявил, что его страна будет работать на международном уровне ради достижения справедливости в этом деле. И далее его цитата. Отравление Алексея Навального шокировало мир. Соединенное Королевство выражает солидарность ему и его семье. Требуется полное и прозрачное расследование того, что случилось. Путин то, что произошло с Навальным, назвал «заболел», цитирую, а вот другие говорят, большинство людей говорят, что его отравили. А какова ваша версия? Что с ним произошло? Вы знаете, 24, значит, то, что Навального отравили по прямому приказу Путина, это совершенно очевидно. Что касается Европы, ну, западный мир очень большой, поэтому до него доходит очень долго. Это связано с размерами, так сказать, этого мира и с его величественной громоздкостью. Долго доходит. Ну, наконец дошло, что с Путиным нельзя иметь дело, никаких вариантов, так сказать, соглашения здесь быть не может. Поэтому ну, совершенно очевидно, что это отравление, это уже доказано сообщениями из берлинской клиники Шарите. Совершенно очевидно, что это отравление могло быть именно таким способом, то есть с применением, так сказать, отравляющих веществ, достаточно недоступных для обычного обывателя. Это могло быть только сделано усилиями силовых структур, ну, скорее всего, ФСБ. И понятно, что никто средствами ФСБ, руками ФСБ не может руководить, кроме Путина. Это совершенно очевидно. Поэтому то, что это устранение, у Путина есть мотив. Устранить сейчас наиболее опасного политического оппонента накануне, так сказать, 13 сентября и в условиях, когда с одной стороны с запада Беларусь, а с востока Хабаровск, в общем, желание устранить человека, единственного человека, который может сейчас вывести людей на улицы в России, ну а так получилось, что таким человеком является Навальный. То есть у Путина есть мотив, есть репутация, мы с вами можем перечислять людей, которых отравили в России по приказу Путина. Там Щекочихин, так сказать, там Скрипали и так далее. То есть очень много. Вот. Поэтому есть репутация, есть мотив, есть логика и есть возможность, есть ресурсы для этого. Я думаю, что здесь все достаточно очевидно. Спасибо большое. Игорь Яковенко, журналист, был с нами на прямой связи из Москвы. Благодарю. Игорь, вот некоторые эксперты говорят, что отравление Навального каким-то образом может быть связано с ситуацией, которая происходит в Беларуси, для отвлечения внимания. Ну, я сомневаюсь, что это связано, потому что Навальный не входил в число тех групп, которые с российской стороны играли на медийном поле Беларуси, потому что если мы говорим о начальном этапе, то это группа Алишера Усманова, то есть это, напомню, что это владелец Mail.ru, ВКонтакте, Одноклассников и Коммерсанта, это группа Яндекса, это группа ТАСС и это, естественно, Россия-24, она же Russia Today, скажем так, ключевые российские новости. Это три ключевых игрока, которые в той или иной мере на начальном этапе они поддерживали, либо же делали популярными, помогали стать популярным, а вот как раз-таки представители, так называемые, те, кого пытаются сейчас назвать новой белорусской оппозицией, то есть Бабарика, Тихановскому и Цепкало. Причем, например, РИА Новости, его даже сами русские после выборов в шутку называли пресс-службой господина Цепкала. Вот. Однако по состоянию на сейчас, то РИА Новости и Russia Today не работают как раз-таки в виде консультантов с Лукашенко. И Навальный, он не входил ни в один из этих пулов, по большому счету. Навальный скорее бы, он мог, скажем, контактировать с одной из групп, вот из перечисленных 3 групп Беларуси, но вряд ли он был тем человеком, который помогал технологиями, либо помогал финансово, либо помогал медийно, потому что ключевые медийные ресурсы, как раз таки российские, они были завязаны совсем на других людей и близко к Кремлю.
Ну вот, возвращаясь к Путину, к Лукашенко, да, я вас тоже хотела это спросить. На самом деле, вот многие эксперты, сейчас Игорь Яковенко, да, сказал о том, что Путин открыто, ну, как бы недолюбливает Александра Лукашенко, мягко говоря, да, годы непростых отношений, и многие говорят, эксперты, в том числе политики, что Путин, в принципе, и вынужден был пойти на изменения в Конституцию из-за того, что Лукашенко не пошел на вот эту историю с объединением государств, после чего Путин объявил бы себя царем, да, там, нового государства, и вот эта инкорпорация Беларуси в РФ, она не состоялась. Тогда зачем Путину сегодня спасать Лукашенко? Это из серии там Асада, Мадуро или что? Нет. Вопрос снова-таки вот то, на чем мы прервались, это усиление позиции Российской Федерации. Сегодня создалась парадоксальная ситуация. То есть, с одной стороны, вроде бы есть то же самое договор о союзном государстве, вроде бы есть таможенный союз, но с точки зрения практического продвижения, например, российского бизнеса в Беларуси, Россия, ну, кроме газотранспортной системы, сопутствующей инфраструктуры, ничего не добилась. То есть, если мы берем накопленные российские инвестиции в белорусскую экономику около 9 миллиардов, из них около 8 это структура «Газпрома». Все. Вот, то есть, и для России ключевой задачей по состоянию на сегодня является первое. Ну, если в общем, то это реализовать сценарий, который Россия реализовывала в Украине в 2007-2010 годах. Если помните, когда у нас появился Новинский, все остальные, то есть, когда в Украину массово поехали якобы российские инвесторы, которые хотели работать ради развития новой независимой украинской державы и так далее и тому подобное. Что в результате получилось? В результате у нас получилось, что этот бизнес, выкупленный россиянами, он уже вроде национальный, но этот бизнес стал основой, в том числе и финансовой, организационной, для возникновения пророссийских политических движений. В Беларуси в любом случае должна была произойти политическая реформа. Это означает, что должна была искусственно политизироваться, с одной стороны, городской средний класс, который сейчас выходит на протесты, а с другой стороны, есть еще одна очень важная группа, это пророссийское настроенное население, которого, ну, как мы говорили, до 20%. Это тоже хорошее электоральное поле. На этом поле у России нет никого. То есть для России надо войти в ключевую отрасль белорусской экономики и иметь свою партию. А дальше все очень просто. Что такое принуждение к интеграции? Пока есть национальный консенсус по вопросу независимости, это может давить сколь угодно, долго. Но если национальные элиты и оппозиционные власти упрутся рогом, ты ничего не сделаешь. Ну, кроме оккупации. А на оккупацию денег нет. В таком случае есть идея просто обрушить легитимность президента, независимо от того, кто станет этим президентом. То есть как работала Российская Федерация. Смотрим кампанию Тихановской. То есть яркая, профессиональная, но кампания на эмоциях. То есть госпожа Тихановская не имела программы. Вот теперь поставьте себя на место чиновника среднего звена. Вот стал такой президент. Президентом стала женщина, которая не имела программы. Вот будет ли он лоялен к ней? Естественно, нет. Ну да. Идем дальше. С точки зрения Лукашенко. Снова-таки результаты выборов и фальсификации. Если чиновник видит по реальным данным, что Лукашенко набирает 50% плюс 1 голос, ему приходит приказ, напиши 99. Чиновник, он успокоит свою совесть тем, что, все равно же победил. Ладно. А если не набрал? Вот даже 1%. Вот это ключевой вопрос. Потому что в таком случае чиновник начинает подстраховываться. То есть в таком случае начинает подстраховываться силовая система, то есть репрессивный аппарат. Есть приказ, условно говоря, сходи, арестуй кого-то. Поступит анонимный звонок, что как тебе завтра придут. Чиновник не до конца выполнит. И тогда начинает разрушаться авторитарная система. И на что Россия ставит? Что когда придет ее бизнес, ей все равно нужна зацепка за кого-то в белорусских элитах. На высший уровень не выйдешь. Значит, надо выходить на средний уровень. Ну, фактор людей на улицах, которые требуют отставки Лукашенко? А почему бы нет? То есть сейчас все равно, то есть мы получаем, что фактор людей на улицах – это легитимность президента, легитимность среди населения, среди элит. Не может быть высокая легитимность среди населения, низкая среди элит. Постоянно, долгое время. То есть если ты обрушаешь, то обрушаешь все. И в таком случае Россия получает, что либо ослабленный Лукашенко, который будет более сговорчив, потому что он ослаблен, он не может контролировать свое окружение. Либо, если произойдет другой вариант, и придет, скажем так, просто человек с улицы, который не имеет программы, не имеет команды за спиной, он будет работать с той же самой группой исполнителей, с той же самой властной, скажем так, властными элитами, где не будет, естественно, высоких показателей его легитимности априори. И в таком случае Россия может додавливать, потому что если ты
в рамках либо авторитарной, либо поставторитарной системы ты пытаешься чему-то сопротивляться, должен быть уверен, что твои указания выполняются. То есть Россия может вести, то есть вы допускаете, что она ведет такую двустороннюю игру? Россия, я не допускаю, я уверен, что Россия играет на обе стороны. Извините. Вот, то есть тут слишком много факторов, которые указывали, что Россия так ведет. И дальше Россия просто на данном этапе Россия ведет вопрос просто на раскол в белорусском обществе. То есть создавали линии дополнительные линии раскола. А на что может пойти Лукашенко ради сохранения себя на посту президента? Для Беларуси? Лукашенко власть в Беларуси — это тема номер один. Если это твоя цель, твоя, скажем так, твой смысл жизни номер один, дальше, как говорится, решайте сами. Насилие. Без проблем. Вот сегодня, как вот мне сейчас сообщают наши редактора, ОМОН перекрыл центр, а люди все продолжают съезжаться на массовую акцию протеста. И уже есть очень много задержаний студентов и не только, активистов, протестующих, которые вышли на улицы. И, естественно, понятно, да, мы видели, как дубинками избивали людей на улицах, там выставленных снайперов и так далее. А что еще? Куда еще? Нет, смотрите, стрелять начнут? Стрелять уже стреляют. Просто на данном этапе для власти это невыгодно, потому что если есть Лукашенко, есть окружение. То есть Лукашенко снова-таки делает все ради сохранения власти. И если насилие не является инструментом сохранения власти, зачем насилие? То есть на данном этапе власти насилие невыгодно. Власти выгодно сделать так, чтобы протесты выдохлись. И вот, заметьте, что сейчас студентов, которые сегодня задержали, их поддержали, попугали, отпустили. То есть их не стали забирать даже на сутки ареста и так далее. То есть власть пытается сейчас, с одной стороны, показать, что она все-таки сильна, с другой стороны, они работают уже не тотальным задержанием, они пытаются выбить лидеров, организаторов на местах, то есть лидеров протеста. То есть идут массовые задержания как раз-таки на сутки, на аресты, идут прокурорские предупреждения сотням и тысячам людей, которые являются вот такими маленькими организаторами, в микрорайоне, где-то в своем доме и так далее. Чтобы получилось, есть огромное количество протестных настроений, но они не организованы, и есть власть. И вот на этом фоне второе направление, с которым она будет играть, это формальная существующая белорусская позиция, то есть по принципу разделяй и власть. То есть снова-таки тот же самый диалог показать. Да, тогда возникает такой вопрос. Может ли вообще последовательная ненасильственная революция победить авторитарный режим? Может. При условии, если у последовательной ненасильной революции есть субъект, который ставит себе цель, что я хочу победить. Я хочу взять всю власть. Проблема белорусских протестов, что социальная база есть колоссальная. Есть субъекты, которые готовы, как говорится, поучаствовать в дележке власти. Но субъекта, который готов взять на себя ответственность, сказать, я ответственен за все, я иду до конца, вот, условно говоря, своего Ганди. Вот на роль своего Ганди, который будет избит, которого будут пинать, никто не хочет становиться. Вот это как раз-таки проблема. То есть до того момента, пока не будет субъекта, это не обязательно, чтобы это был конкретный человек. Это может быть коллективный орган. Но субъект, который не говорит, вот как, например, проблема Координационного совета. Первый шаг очень правильный. Но второй был, то есть второй шаг по идее, что хорошо, мы говорим, что отныне мы организуем протест, мы отвечаем, что станет с людьми, потому что мы им пекуемся, и мы говорим, что от имени протеста будем выставлять претензии власти. Вот, но такого никто не сказал. 30 секунд до завершения, к сожалению, нашего эфира. Что будет в ближайшее время? В ближайшее время власть будет додавливать, причем точечно, не массовыми репрессиями, потом будет создавать видимость какого-то диалога. То есть Лукашенко, скорее всего, созовет там часть своих провластных организаций и для массовости попытается запустить одну-две оппозиционные партии, чтобы выйти дальше на референдум по Конституции. Для того, чтобы на референдуме восстановить параметры своей легитимности, уже дальше думать, либо идти на транзит, то есть оставлять пост, либо пытаться обмануть всех и оставаться президентом. Спасибо вам большое. Ігор Тишкевич, експерт Українського інституту майбутнього, був гостем нашей студии. Дуже дякую вам. Ну а я вынуждена с вами прощаться. Буквально 5 минут и смотрите программу «Прайм» Муждабаев. У него в гостях будет экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Не пропустите. Куршкенч.